Мин диджей Фатих. Һәр сабны һәм юма 20 сәгать 10 минутта Россия Башкортстан радионда көтеп калабыз. Үр яңа тапшыруда дәртле йырдар, сәясәткә кагылмаган яңалыктар һәм әлбиттә тура эфирдә һездән сәламнәр көтеп калабыз. Хәерле кис, Республика. Тура эфир телефоны 272 55 47. Хәерле кис, хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез гадәттәгесә 7-10 минутта Хәерле кис Республика тапшыруын тыңлайбыз. Бүген тик һезнең өчен хезмәттәшем Марат Тарахматуллин һәм мин диджей Фатих. Безнең тапшырылды FM яшьлектәреннән тыш Башкортстан 24 телеканалында да карарга мөмкин. Буның өчен тик gtrk.tv сайтына яисә IP телевидениене гына токандырырга кирәк һәм инде безне күрәсәкәгез. Тура эфир телефоннары үзгәрешә 272 55 47, ФКЛаның коды 347, WhatsApp хандарла һезнең карамакта 719 617 96 41. Монда үзегезнең сәламнәрегезне һәм котлауларыгызны ибәр алагыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кемдер безне Башкортстан 24 телеканалын карап утыра, безне күрәләрдер инде. Бүген Башкортстан Республикаһы буенча Эшке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция идаралыгы җитәкчесе, полиция полковнигы, Башкортстан Республикаһының атказанган юрисы, Салават Юлаев ордены кавалеры Динар Захит улы Гыйльметдинов бездә кунакта. Хәерле кис. Хәерле кис. Динар Захитович, Ысын күңелдән дип әйткән килә. Беренчән зур рәхмәт. Нимәгә? Чөнки безнең эфирдан баш тартмай килгәнегез өчен һәм инде безнең радио тыңлаучыларга без тагы бер мөрәҗәгать итәбез. Без бүген юл хәрәкәте хәвефсезлегеннән ничек хакланырга турында һәм инде автомобиль һөйүчеләрнең нинди канундар үзгәрешләр көтә турында һөйләшәсәкбез. Тура эфир телефонын әйтеп тә үттем. Кемдер безне Башкортстан 24 телеканалын карап утыра икән, был хандар һезнең экранда язылган. Үзегезнең хорауларыгызны yetkерә алагыз ошо телефон хандары буенча һәм инде WhatsApp. Без инде дәвам итәр алдыннан музыкаль тәнәфескә тукталып алайык. Иң шәп йырларның бере. Тыңлайык. Hər səfər bir haqlayıq, dürüst yol күрһәтә кулыгыз. Эте һавыктан куркып тормайык, һәр вакыт исән һаулыгыз. Ибадада чемпион, ибадада чемпион. Йотап кыргына түгел, хатта миллион. Ибадада чемпион, ибадада чемпион. Ибадада чемпион, йотап кыргына түгел, хатта миллион. Ибадада чемпион.
Ян кушылгандарға қабатлау өтәуд, хәҙер Рәсәй Башҡортостан радионда барған хәйерле кис республика тапшырыуын тыңлайһығыҙ. Ә бөгөн инде беҙҙә ҡунаҡта Динар Захит улы. Динар Захитович, хәйерле кис, тағы берҙе. Хәйерле кис. Мы, на самом деле, очень рады вас видеть. Динар Захитович, как у вас дела? Вообще нормально. Ага. Ну, и как сказать, в одном хорошо, в другом плохо. Всегда хорошо все не бывает, поэтому если взять по работе, ну вот опять вот ДТП вот сейчас, вот пока мы с вами опять ДТП, погиб ребенок, вот, ну чему радоваться. А так в остальном в целом все нормально. Да, конечно, мы об этом постоянно тоже знаем, но еще вопрос такой. Вот у нас ДТП, у нас много акций также проходит в самом ГИБДД, также участвуют дети, в школах участвуют, вот безопасность дорожного движения. Вот. Какие акции сейчас в данный момент идут, чтобы предотвратить ДТП с детьми? Ну, в первую очередь, мы, сотрудники госавтоинспекции, постоянной основе работаем в школах, в детских садах, приходим, говорим, агитируем, чтобы все выполняли правила дорожного движения, постоянно показываем ролики для того, чтобы дети видели. Вот мы начали новую программу, так скажем, крэш-курс, так скажем. Вот мы завтра идем в нефтяной университет, по крайней мере, будем показывать, что это такое. В медицинском университете были, в сельхозуниверситете были. Поэтому потом мы на следующей неделе планируем вот в администрацию города пойти уже показать и нашим, так скажем, взрослому поколению, не только вот, скажем, студентам, но вот эти моменты, как бы краш-курс, может, мы бы из школы пошли бы показать, но там слишком трагичные случаи, поэтому уже более-менее, так скажем, по люди более 18 лет выше надо показывать. Поэтому, а вот именно КВН, мы вот конкурсы рисунки мы ведем на постоянной основе, для того, чтобы дети, по крайней мере, рисовали, лепили там из пластилина даже те же знаки или другие моменты, ну, связанные с правилами дорожного движения. Ну, постоянно в диалоге с подрастающим поколением для того, чтобы они знали, что такое правило дорожного движения. А вот КВН вы затронули, да, на самом деле такая популярная игра, и я много видел роликов, где именно пропагандирует именно безопасность дорожного движения. Кто это вообще придумал? То, что надо КВН вот это также внести в школах, чтобы именно дети показывали, они же еще при этом сочиняют новые песни. Ну, конечно, КВН это вообще такая форма работы, так прям сказать. агитация дети, конкретная. Дети, да, вот стоят, смотрят это все, понимаете, вот там же интересно, не просто там заучен какой-то шаблон, Да. там каждый раз что-то новое. Там и комиксы такие показывают в адрес меня, других сотрудников. Это очень интересно. Да, да. вы не обижаетесь? Нет, конечно, как это обижаться. Надо просто радоваться, что дети что-то придумают для того, чтобы вовлечь в эту проблему других людей, других детей, так скажем, да, которые должны понимать, что вот правила дорожного движения нужны будут и сегодня, и завтра, и послезавтра. Чем человек становится взрослее, тем ему больше нужны правила дорожного движения. Он потом станет водителем, даже участником дорожного движения он будет всю жизнь. Когда у нас спор заходит, говорит, сколько, вот начинает там некоторые руководители, вот у меня, говорит, 20 тысяч человек работает, ну, на заводе там 5 тысяч человек. Я говорю, у нас 4 миллиона. Как 4 миллиона? Они же все участники дорожного движения. Да. А вот даже, опять-таки, наверное, из-за этой пропаганды, хорошей, так скажем, в последнее время, не то что последние 2-3 года я постоянно замечаю то, что даже дети, вот, они одевают вот эти светлячки, которые издалека видно. Дети вот когда идут в школу. Ну вот сегодня вот проблема есть такая, да, вот вроде первым классом даем, вот родители не всех вот хотят, вот стикеры, которые мы им раздаем, отражать для того, чтобы детей было видно. Вот сегодня опять 17 детей погибло, 75% они были пассажирами, опять виноваты родители, взрослые. Ребенок переходит на пешеходном переходе, его дает, на велосипеде проезжает. Ну, вот, понимаете, вот у нас в одном ДТП только пока ребенок виноват был, да, в одном из 17 ДТП погибших детей, один ребенок только был виноват, 5-летний. Опять-таки, родители отпустили, а ребенок ушел на улицу и попал в сипайло под колеса. То есть большинство виноваты родители. Ну опять вот это же ребенок, который погиб, опять виноват родитель. Вот мы в детские сады приходим, дети очень более такие откровенные,
спрашиваешь, у вас есть автомобиль у ваших родителей? Практически 70-80% детей поднимает. И потом провокационный вопрос задаешь: дети, а ваши родители за рулем пьют? 1 или 2 ребенка поднимают: да вот у меня папа пьяный сел за руль и повез нас, говорит. Я говорю: а ты ему скажи, чтобы он больше тебя не возил. Говорю, понимаете, вот дети у нас это молодцы, они не стесняются, они говорят честно, поэтому вот нам приятно туда ходить, пускай даже детский сад. Они, по крайней мере, ну, хотят, так скажем, впитать вот это, для того, чтобы потом быть на А дороге. у нас звонок есть, давайте примем. Хайрликис Турайфер. Хайырлы кеш Эдиба Пайызов. Ага, ягы тыңлап үтәйек. Динар бәбекейім татар саңлашыңмы? Аңным, аңным. Бәбекейім сом сені Әмир абыңды яратам, мен де яратам, пагонларыңызды яратабыз, елмайыңды яратабыз, улыбка деп атала, бик матурсың. Конкретно, onun сеуда, я же часто раньше ездила, шу вақыттарда как раз мына 9 ел була. Октябрьскийға қойта гробовоз деп төбе дегені газель була бәлу. Уфадан отырдық. Бізде келіп етті деген шофер. Келіп еттілер тасолма масолма алды. Шына оны алдыла клиенттерлей башлады. Телефонын бір тоқтағыз құлағында пассажирларға барны, жоқны, әлі шулай ол. Шундан келіп еттік деген Кулацкий поселок яғына, Октябрьскийді біләхегіздерінде деген түштәлігінде. Шунда бір әйленді бұл машина у выхода я сидела. Екі әйленді, менің қолларшыны бітті, я же учительница тогда работала, и преподавателем. Шундан қол сынды, возраст Аллаға шүкір, 68, кажется, тогда был, нет, 50, ну, қысқада не молодая. Шундан келіп келділер, недер, почему подробно? Больницаға айттылар мені, келіп келді бір түркім, юан, ты-то аккуратный, у наши так жирные такие. Келділер, меня окружили. Виноват не шофер, а я. Шуннан, что было? Я уже не пошла, все-таки он татарин, я мусульманка, все по мусульманскому. Потом ему только высказалась. И чем кончилось? Столько месяцев на больничном я была. И сейчас это продолжается. Шуннан, это келгенімде бұл шофер үйге просить прощения, күштелестер білен, онсын далмадым, болам дедім. Мен сені везде бесплатно буду возить. Аллам сақласын, сенің біле үйріге дедім. Құдайым езылмасын бәбекейім дедім біна шол. Аңлашылды, Әдеби апай, мына шундай. Значит, я по-русски отвечу. Значит, по вот этим водителям автобусов, которые они постоянно любят у нас управлять автобусами со своими телефонами, не обращают на своих пассажиров, эта проблема существует. Вот мы начали свою акцию вместе с сотрудниками госавтоинспекции, со студией, там, журналистами, просто простыми гражданами, которые блогеры, так скажем. Мы прокатили их на автобусах и показали, как это есть. Потом мы начали составлять протоколы. Ну, по крайней мере, немножко вот эта тенденция начала меняться, но, к сожалению, за все республики тоже мы не успеваем посмотреть. Но я думаю, мы обязательно в эту тему продвинем, так скажем, для того, чтобы любой участник, который нам отправит видео, мы обязательно составим административный протокол, административное дело возбудим и составим протокол. По крайней мере, пока хоть так, если вы будете нам помогать в этом отношении, все граждане, которые ездят в автобусах, мы обязательно будем принимать меры для того, чтобы они в следующий раз этого не делали. Да. Я думаю, когда все будут снимать, показывать, нам отправлять, мы обязательно составим. Это уже доказательство. И, конечно, и они, по крайней мере, уже не будут этого делать, когда все будут вовлечены в эту проблему, так скажем. Динар Загитович, здесь вот такой вопрос к нам пришел по WhatsApp. Добрый вечер, вопрос Динара Загитовича. Какое наказание получат молодые люди, которые испортили покрытие в парке Ватан? Спасибо. Конечно, Значит, резонансные, да? Ну, резонансно. Мы задержали этих водителей. А как вы нашли их так быстро? Ну, для этого есть камеры фото и видеофиксации, есть камеры «Безопасный город», так скажем. Благодаря вот этим камерам нашли, по крайней мере, решение суда уже есть, как бы, первоначально. Но сейчас в гражданском правовом поле администрация города подаст иск и будет судиться в гражданском правовом поле, так скажем, для того, чтобы возместили ущерб. Как я знаю, по-моему, там сумма идет примерно 3 миллиона, да? Ну, они сказали 3 миллиона, но эксперты это будут поводить оценку, потом уж они скажут уже конкретно, какая сумма была. А по крайней мере мы задержали, нашли, а дальше уже все это гражданское правовое поле работает в этом отношении. Ясно. Динар Загитович, вот такой вопрос, да.
Почему вы стали полицейским? Вот такой вот вроде простой вопрос, да? Может, у вас мечта была в детстве? Значит, я родился у себя в районе Мишкин. У нас по соседнем дворе был районный отдел милиции, так скажем. Я всегда любил автотранспорт, с детства любил. Я был участником 7-го слета ЮИТ еще тогда. Я занял первое место. По крайней мере, там конкурс был отгадывание автомобилей. Там вот, допустим, тебе дают билет, выбираешь билет, и выходит марка машины, и надо технические характеристики сказать. Я моментально взял билет и сразу ответил, понимаете? Люди там готовились, я сразу пошел и ответил, да, потому что я с детства любил транспорт, любил, по крайней мере, сотрудников ГИБДД. Даже тогда не начальник ГИБДД был в районе, а старший ГИБДД, там, дядя Динар, мой тезка, так скажем, который, я ему всегда помогал, мне даже спрашивал любую машину, это какой колхоз или какое там предприятие, когда вот даже на уборку приезжали. То есть вы по номерам знали, да? Я по номерам, мне стоило один раз посмотреть, я все наизусть знал. Я раньше просто сейчас перестал тренировать, так скажем, память, я даже раньше все номера телефонов наизусть знал, да, просто это сейчас не надо, может, да, поэтому я 1000-2000 номеров спокойно любой телефон мог набрать, и мне стоило мне только один раз посмотреть, я запоминал. Сейчас просто перестал это делать, это не надо. Вот контакт есть. Забил и все, забыл. Да, поэтому, да. Понятно. Ну что ж, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без инде туры эфирдә эшләйбез. 272-52-547 Өфе калганың коды 347. WhatsApp һандарында һезнең карамакта 719-617-9641. Бүген бездә кунакта Динар Захит улы Гыйльметдинов. Без инде яна бер музыкаль тәнәфескә тукталып алайык. Иң дәртле йырларның бере. Yüreğimde tulay buranlar, uylarımdan bulmay his kası. Yüreğimde tulay buranlar, uylarımdan bulmay his kası. Hini kili mine tik yuğaltıma börüp, hokmağım bitminin apasık. Yüreğimde tulay buran, yenkeyimden uy hislerim adaşkan. Yüreğimde tulay buran, yenkeyimden uy hislerim adaşkan. Yüreğimden ütkez burandan, yüreğimde tulay buran, yenkeyimden uy hislerim adaşkan. Yüreğimde tulay buran, yenkeyimden uy hislerim adaşkan. Karganında bula buranı, sıyır sıktın bula buranı. Hin küt minnetik yuğaltıma börüp, min kaytırman sıkaz buranı. Yüreğimde tulay buran, yenkeyimden uy hislerim adaşkan. 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 Yüreğimde tulay buran, yenkeyimden uy
сәгать 30 минут. Хәерле кис, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Һез Россия Башкортстан радионда барган Хәерле кис республика тапшырыгын тыңлайсыз. Бездә Башкортстан 24 телеканалында һәм инде FM яшьлектарында бөтә республика буйлап тыңларга була. Бүген бездә кунакта Динар Захитулла Гыйльметдинов. Мына яна берде сәлам, кемдер яңа кушылган сәлам дип яңадан җиткерәбез. Өстәвенә бездә Башкортстан 24 телеканалын кемдер карап утыра, безнең тура эфир телефоннары язылган, WhatsApp-та язылган. Шуңа хөрмәтле радио тыңлаучылар, үзегезнең хорауларыгызны, сәламнарыгызны, котлауларыгызны җибәрәләгез тура эфирда. Мына Динар Загитович, пока мы здесь отдыхали, грубо говоря, так скажем, нам пришли сообщения. Динар Загитович, когда приедете в Благоварский район, там районный ГИБДД процветает коррупция, служебный подлог и беспредел. Я услышал этот вопрос, я обязательно этим вопросом позанимаюсь. Да, у нас было там проблема в этом районе, мы поменяли начальника ГИБДД. Я думаю, новый начальник ГИБДД должен навести порядок, но, по крайней мере, мы ему поможем для того, чтобы было безопасно и правильно по закону все. У нас второе сообщение также. Такой вопрос. В городе Туймазы постоянно пьяные автомобилисты приезжают, полковые ДПС из столицы проводят рейды. Смысла не вижу. Дело в том, что у нас не соблюдаются правила вообще. Автомобили паркуются на пешеходном переходе, либо перед ним, не соблюдая правила. Я считаю, что начинать нужно с малого. Отсюда пьяные автомобилисты, парковки, где попало, местные гаишники, где стоят, из 10 сигналят друг друга. То есть пунктуация и орфография соблюдается. То есть все друг друга знают, тонированных, с ремнем. И вообще есть предложение побольше камер установить в нашем городе. Они хотя бы эффективнее, наказание будет рублем. Да, спасибо, хороший вопрос. Туймазы у нас самый, наверное, проблемный район республики, самое большое количество среди районов по погибшим. Да, сегодня, к сожалению, я принял решение туда постоянно отправлять своих сотрудников республиканского батальона, специализированного завода, сотрудники управления ГИБДД постоянно приезжают, потому что в городе Туймазы он слишком большой, наверное, какой-то, и в первую очередь, во-вторых, там очень много населения проживает. Понятно, что в какой-то мере мы должны оказывать помощь для того, чтобы навести порядок. Ну, будем постоянно наводить порядок, поэтому мы там делаем постоянно какие-то мероприятия для того, чтобы, по крайней мере, чтобы водитель был законопослушный. Вот когда мы там камеру поставили, у нас самая первая кража камеры в виде фиксации была в Туймазах. Да, понимаете? Даже такое бывает, да, что ли? Приехали, камеру сняли и... Вот, по крайней мере, ну, раскрыли вроде это преступление. Это было 5 лет назад. По крайней мере, сейчас мы это все контролируем. А нам звонок. Хәерле кис, тура эфирда. Исәнмесез. Танышып үтәйек. Мин Татьяна Харисова, нереально приюттан звонить итәм. Нинди һорауыгыз бар? Минем шундай сорау бар. Мына Динар отчествоны напомню. Ладно. Загитулла. Аларга постоянно сразу, например, давайте я по-русски буду говорить. Давайте по-русски. Ага, да. Вот, например, бывает авария, да, а вот сразу ему сообщают об этом или нет? Это или после какого-то времени сообщают? Вот у нас сегодня такая большая была авария. Это очень просто вот неприятно, конечно. Я вот хотела бы узнать, он об этом знает или нет? И как ему это об этом сообщают? Всем здоровья, вот желаю, чтобы все было у них хорошо. Дай Бог здоровья. А где авария произошла? Авария произошла от приюта в сторону Белебея, где вот Родниковка есть. Там ехала машина, цементовозка, она задела одну машину, сбила, сам свалился. И вот я просто хотела бы узнать, вот нет, просто об этих ситуациях ему сразу сообщают, или он потом только Значит, узнает? нет, спасибо за вопрос. Значит, все ДТП с пострадавшими мне сразу докладывают, независимо там есть погибшие, если есть раненые, мне сообщается, вот в любое время дня и суток, а ДТП с погибшими особенно, в первую очередь сразу мне сообщается, и мы дальше принимаем решение. Ехать туда, выезжать, оказывать помощь или другие моменты, как бы по вертикали, скажем, докладывается руководству Министерства внутренних дел, ну, и принимается решение. Если нужно туда выехать эксперты, и эксперты выезжают с главного управления, следственного управления, так скажем, ГСУ республики. Ну, вот поэтому вот эти моменты как бы сразу принимается решение. Бунда тагы бер һорау килеп җиткән. Сәлам дип язгандар. Белорет Инер трассында полицейскийлар специально обгон запрещен урынына торып акса эшләйләр.
Күпме таксистларга ултырып йөрөнөм юлда бер үк юк машина. Шул ук машинанан һуң полицейскийлар 2 тапкыр Ларгус такси менән бардым, 2 тапкыр протокол төзүмәнләр. Сибайдан Айрат. Значит, в этом отношении, если есть такие вопросы, ну, сообщайте нам, мы будем заниматься и обязательно вот это, нет у нас там кого-то мы покрываем, или если есть такая информация, дайте, мы обязательно занимемся. У нас есть собственная безопасность МВД Республики, которая этим вопросом занимается постоянно, и контрольно-профилактический отдел управления ГИБДД, который этим вопросом совместно с ними занимается. Поэтому будем наводить порядок. Если такой вот звонок прозвучал уже, как бы есть сигнал, будем заниматься. Тут также интересный вопрос. Вот добрый вечер. Прошу спросить гостя про штрафы за светопропускаемость стекол, то есть за тонировку. Прошу рассказать, может, есть статистика по ДТП из-за тонировки? Спасибо. Ну, конечно, мы статистику у нас, к сожалению, нету вот этого параметра, что именно тонированное, не тонированное. Мы только ведем статистику, скажем, по технической неисправности автомобиля. Ну, если более так надо, мы, конечно, дадим. Вот я сейчас обязательно дам команду вот по всем ДТП. Надо вот эту, наверное, статистику привести, чтобы все участники дорожного движения услышали через свои социальные сети, там, через интернет, через блог. Я обязательно эту тему выставлю, чтобы наши участники дорожного движения знали, сколько ДТП произошло с тонированной машиной. Динар Загитович, вот такой вопрос. Какой должен быть современный инспектор? Вот? Ну, современный человек, наверное, современный сотрудник, наверное, в первую очередь он должен быть, так скажем, сегодня вот должен работать с интернетом, так скажем, да, в первую очередь. Второй, наверное, один из самых главных, он должен быть профессионал своего дела. Сегодня, если человек и сотрудник госавтоинспекции не знает элементарно там правил дорожного движения или приказов, как составить протокол, другие моменты, да, он не сможет дальше работать, понимаете? Я вот всегда говорю, профессиональная подготовка каждого сотрудника, даже если он пришел домой, надо постоянно повторять, постоянно смотреть правила дорожного движения, постоянно административный кодекс надо смотреть, который человек каждый день сталкивается, он должен это все делать. Ну и самое главное, он должен всегда оставаться человеком. Понятно, что некоторые вопросы бывают такие, когда стоит принять какое-то решение, да, вот всякие ситуации на дорогах бывают, да, у инспектора, да, каждый день. Вот как не остановит водить, то у него мама заболела, то у него это, да. Понимаете, вот человек, инспектор должен понять, правду говорить, неправду, понимаете, он тоже так психолог. Он много раз психолог. Ну, у нас даже сотрудник, когда подходит, ну, сотрудники оказывают помощь, даже сопровождают, даже вот есть необходимость довести до больницы, обязательно мы это сделаем. Поэтому мы всегда люди, такие же люди, как и все, поэтому мы должны помогать людям, в первую очередь, наша главная задача. Да, а еще вопрос, Динар Загитович, вот я недавно услышал то, что у нас скоро появятся электронные водительские удостоверения, это правда? Ну, сейчас это рассмотрение этого вопроса идет. Ну, начальник главного управления нам сказал, как бы разработка уже идет этого вопроса. По крайней мере, вот мы же идем к паспортам, так скажем, где будет и водительское удостоверение, другие водительские, ну, все одно, так скажем. Поэтому будет это, ну, не сегодня, завтра, но послезавтра это будет, понимаете? Ну, вот год-два, я думаю, это все появится, может и раньше появится. Вы сами тоже работали инспектором, стояли на дорогах, на постах, грубо говоря. Что вам там теплого запомнилось? Вы бы иногда охота вам выйти самому патрулировать? Ну, я постоянно выезжаю в рейды, я не стесняюсь, я главный инспектор, поэтому я не должен стесняться своей работы. Что делает инспектор, я тоже это все могу делать, как бы, по крайней мере, мне, во-первых, это нравится, во-вторых, наверное, что самое главное не запомнить, когда открыли первую штрафстоянку в городе Уфе, и задержали трактористы, так скажем, на Т-16, правильно называется, да. Я, по крайней мере, никто не мог доехать, ну, пьяный водитель, тракторист не мог, я приехал и сел и довез на штрафстоянку в форме старшина ГАИ тогда был. Я доехал до штрафстоянки на этом тракторе, да. А почему? Потому что аул малайы. Потому что аул малайы, да. Да. Бізге шылтырату бартыйдар, хайырлы кесіп тұр эфирда. Саламатсыз. Да, танышып өтейік. Саламатсыз, мен жаңа кизгеннен Бурай районы Зария апаға салам.
Менің сұрау бар е. Айдар Хайрликевич. Динар Закировичка, Загитович. Тыным сізді. Наша деревня расположена на трассе. Через нашу деревню проезжает трасса. Какая деревня? По какой скорости должны проезжать? Какая деревня? Новокизганово. Новокизганово. Уральский район. Я знаю вашу деревню, я понял. Значит, там у нас знаки стоят 60 километров в час, правильно, да? А где они стоят? Там они вообще это ничего не соблюдают, обгон даже делают, даже дальнобойщики. У нас 2 года назад корову сбили, много уже сбивали людей, лет 30-20. И всегда это аварии бывали по скорости. Вот. Ладно, хорошо, я вас услышал, и обязательно этот вопрос сейчас подниму на повестку дня. Вот завтра же я эту ситуацию разберу, что там можно сделать. Если там знаков нет, мы обязательно поставим и выписываем предписание для того, чтобы устранить недостатки. А если получится там поставить, положить лежачие полицейские, мы тоже этот вопрос порешаем. Поэтому я обязательно отработаю. У меня вот помощники со мной, поэтому они все слышат, и сразу получением мы завтра же будем заниматься вашим вопросом. Договорились? Зор рахмат, бізге шылдыратқаны қылсын. Динар Загитович, мында неме пиадалар. Спасибо Динару Загитовичу за то, что он каждое утро встречает нас с добрыми пожеланиями. Уважаем, любим, здоровья, успехов. Альшевский район. Лилия Апа. Спасибо. Вот, следующий вопрос у меня, Динар Загитович. Помогают ли вам соцсети в вашей работе? Конечно, я вот когда еду на работу утром рано, я уже к 6 на работе, я еду с водителем, в первую очередь, первый звонок у меня дежурному, а потом начинаю смотреть социальные сети, какие вопросы задают мне вообще наши подписчики и вообще граждане, которые даже не подписаны, просто отправляют свои сообщения и проблемы свои поднимают. По крайней мере, тут же поручение я раздаю начальникам ГИБДД, я сразу скриншот делаю и отправляю начальникам ГИБДД, чтобы они уже занимались, понимаете? В 6 утра они уже получают от меня сообщение для того, чтобы начать этот вопрос отрабатывать. А потом группа пропаганды смотрит, как этот вопрос решается. Динар Загитович, я знаю то, что вы постоянно в разъездах, постоянно в командировках. Какие песни вы слушаете в машине, когда едете по республике? Значит, у меня медиатека есть в телефоне, я ее включаю, там у меня все старое. Там и Антонов, и Кузьмин, и Пугачева, и наши, Радик Юлякшин, там, да, Айдар Галимов, Салават Фатхиддинов, да, Гульназ Асаева, да. Вот у меня все они есть, понимаете. Вот я еду, вот буквально на днях я познакомился с Рустамом Шакировым, вот он пародирует и Салават Фатхиддинов, вот просто такой парень молодец. А вы сами поете, нет? Да, пою. Я люблю петь караоке. Караоке? Да. А вдруг вы на инструментах играете? Ну нет, до армии играл. Я в 4 классе, наверное, научился, посмотрел, как соседние взрослые мальчишки, соседи там играли на гитаре. Я посмотрел, научился. Научил всех своих друзей играть на гитаре, да. Но в армию пошел, потом забросил гитару. А что так? Ну некогда было играть. Ясно. Хөрмәтле достар, без инде туры эфирдә эшләйбез. 2-72-25-42 туры эфир телефоны, WhatsApp пандарлы һеҙҙең ҡарамаҡта 2-19-6-6-17-96-41. Һеҙ үҙегеҙҙең сәләмдәрегеҙҙе һәм инде һорауҙарығыҙҙы еткерә алаһығыҙ. Был һандар аша беҙҙә бөгөн ҡунаҡта Динар Заһит улы Ғилметдинов. Мында шундай һорау: необходим светофор из-за выезда жилого комплекса Зубово Лайф, чтобы избежать ДТП. Спасибо. Спасибо. Этот вопрос буквально до 30 ноября мы обещаем поставить один светофор. Сейчас мы уже все эти вопросы проработали. А второй светофор, я думаю, постараемся в течение декабря. Там у нас 2 перекрестка, и просят люди поставить. На одном перекрестке мы уже поставим, а вот второй тоже постараемся в этом году успеть. Интересный вопрос задают нам слушатели. Как проводите время с семьей? Ухожу рано, прихожу поздно. Ясно. Бізге шылтырату бар тейдар, хайырлы кез тура эфирда. Алло. Алло, здравствуйте. Да, давай, танышып тейк. Значит, у меня такая ситуация была. У меня платил штраф, там на 2 или 3 тысячи было такое. И получилась такая ситуация. Мои штрафы отправили в судебные приставы. Пришел судебные приставы, сказали, что ГАИ прислал мне информацию о том, что ваши штрафы не оплачены. Когда я обратился в ГАИ,
Дальше слушаем. Когда обратился в ГАИ, получилась такая ситуация, что в ГИБДД мой штраф был дважды оплачен. Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите, какая ситуация. Значит, мы, во-первых, 2 раза не взимаем, если даже бывают такие просчеты, да, допустим, какая-то программа не сработала вовремя, мы эти штрафы, если повторно кто-то там взыскал, мы обязательно возвращаем. Это, ну, главное, наверное, бывают такие сбои систем, но это очень редкость, да, когда вот вроде штраф оплатил, а он не пришел, да. Но не от нас это все зависит, понимаете, это ГИБДД работает в электронном формате, понимаете, и там, если система какая-то не прошла, что-то не сделала, мы, в какой-то мере тоже не виноваты, поэтому просим все равно прощения, по крайней мере, мы будем вот эти недоработки всегда доделывать, и чтобы потом вопросов не было. Вот смотрите, Динар Загитович, вы еще анонсировали то, что везде анонсировали, конечно, госавтоинспекция получила 32 современных автомобилей вот недавно. В чем преимущество вот этих машин? Значит, первое преимущество, что автомобили уже установлены в виде регистратора с последнего поколения. Так скажем, спереди, сзади и в салоне все будет записываться. Качественная съемка. Качественная съемка. Это, во-первых, инспектор не сможет стереть. И следующее, что, по крайней мере, вот у нас же проблема в виде регистратора была, вот водитель останавливал, вроде в виде регистратора фиксирует, мы не могли, по крайней мере, водитель говорит, покажите мне существо нарушения, а мы не могли показать. А вот сейчас у нас там планшет, пожалуйста, месяц давности, 2 месяца давности, там все хранится. Можно отмотать и посмотреть. Да? Можно на кнопку нажать, число, и все оно выдает. Поэтому, я думаю... и во-вторых, там в автомобилях начали получать медицинские, так скажем, аптечки такую для того, чтобы оказать первую помощь, да, по крайней мере, не такая маленькая аптечка, а там все есть. И приборы там у нас и на всех патрульных автомобилях мы вот сейчас дополучаем по национальному проекту безопасности качественной дороги. Получаем и тоники там, и алкотекторы, да, все вот эти все приборы сейчас дополучаем и будем доукомплектовывать эти автомобили. По крайней мере, в каждом патрульном автомобиле будет все для того, чтобы инспектору было комфортно, безопасно работать. Тут также вопрос такой. Например, госномер, который на хранение сданные не успел забрать, там 2 недели, по-моему, дается, да? Нет, как 1 год. Куда эти номера деваются? Как можно их восстановить, спрашиваю? Значит, эти номера, если водитель сдал на ответ хранения, так скажем, мы этот номер сохраняем 1 год. Если 1 год проходит, допустим, мы его на утилизацию отправляем. Если человек хочет их восстановить, так скажем, мы их не можем, он также бросается в лото, так скажем, он крутится, и поэтому номер получает, уже он не сможет получить этот номер получит другой. Но у нас номеров новых хватает, поэтому мы стараемся старые номера не восстанавливать, их просто на утилизацию выкидывать. Понятно. Также вопрос, почему инспектора ДПС в Белорецком районе постоянно караулят и останавливают водителей на крутых подъемах с ограниченной видимостью? Значит, если там на подъемах у нас сплошная линия, так скажем, разметки, да, обгон запрещен, конечно, мы будем составлять протоколы. Вы же понимаете, когда именно в Белорецком районе мы отремонтируем дорогу, у нас дорога жизни там стала, да, по крайней мере, сейчас уже водители более-менее начали соблюдать, и инспекторов мы стали больше туда отправлять для того, чтобы наводить порядок. Вот у нас, в принципе, мы бы там камеры поставили, может быть, да, но там пока сигнала связи нету, не хватает, поэтому вот эти моменты есть. Будем, где можно ставить камеры, будем убирать инспекторов, так скажем, и будем, где у нас нет, там, скажем, камер, будем туда больше инспекторов отправлять для того, чтобы наводить порядок. Рахман. Бізге шылтырату бартыйдар, хайырлы кез Тура эфирда. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть вопрос Динар Загитовичу. Я слушаю вас. Я хочу его поблагодарить. Чувствуется в Уфе такой все равно порядок, везде чувствуется, прямо это и чуть раньше или сейчас, это 2 разные вещи. Я пенсионерка, я всю жизнь прожила в Уфе. Вот единственная еще просьба к нему.
Вот иной раз бывает даже на зеленый выйти плохо, вот такой порядок, или вот или они торопятся, это самый. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, уважаете. Нам очень приятно это слышать. Ну да, есть такая проблема. Вот сейчас вот камера фото-видеофиксации, которую вот мы до 1 декабря будем устанавливать, 62 комплекса в городе Уфе, в том числе и на запрещая сигнал светофора будут фиксировать. У нас будут некоторые перекрестки в городе Уфе уже оснащены вот этими приборами. По крайней мере, именно оживленных пока начнем мы делать, а потом постепенно. А до 1 мая следующего года мы должны еще по республике поставить 550 комплексов. Поэтому вот глава республики сказал, мы этот вопрос дорешаем до 1 мая. Поэтому я думаю, к следующему году у нас около 900 комплексов будет в Республике Башкортостан работать по фото- и видеофиксации. Поэтому будем наводить порядок. Динар Загитович, вы, наверное, все-таки какую-то статистику свою, наверное, ведете. Где самое лучшее отделение у нас в республике по ГИБДД? Знаете, мы Кого вы можете похвалить, так скажем? Мы, скажем, такую статистику вести не можем, понимаете? У нас все ГИБДД хорошие, все сотрудники хорошие, как бы понятно, что у кого-то есть недочеты в работе, но, по крайней мере, мы их исправляем, совместно работаем. У нас министр постоянно нас контролирует, спрашивает, каждую неделю мы отчитываемся, поэтому я хочу сказать, что вот именно какой ГИБДД лучше, это не сказать трудно, наверное, да, у нас критерии своей оценки, так скажем. Вот наш главный показатель в 2024 году 4 человека на 100 тысяч населения, вот именно наш показатель, вот у нас в 2024 году должно на дорогах Башкортостана 162 человека, не больше погибать. Если мы этот прогноз не выполним, так скажем, значит мы плохо работаем, поэтому мы будем заниматься работать для того, чтобы нас не ругали. Также еще один такой вопрос. Вот смотрите, вот на той неделе прошел праздник, День полиции. Мы вас сердечно поздравляем с этим праздником. Спасибо. Смотрите, Динар Загитович, вы много поздравлений получили? Да, много. Такой прям личный вопрос. Более 1000, наверное, WhatsApp я получил. WhatsApp, это только WhatsApp, не считая электронной почты, и также у вас приемный, наверное, да? Динар Загитович, честно говоря, знаете, мы, Радио России, приготовили такой маленький подарок вам от имени ГТРК. В этом году 60 лет нашему башкирскому телевидению. Я в курсе. И чтобы вы, когда пили чай, мы вам приготовили вот такую вот кружку, да, смотрите, 60 лет башкирскому телевидению, и здесь ТВ написано. То есть, когда будете сидеть пить чай, Спасибо большое. Я желаю вашему телеканалу, вашей радиостанции, чтобы у вас всегда были хорошие зрители, хорошие радиослушатели, чтобы вам всегда везло, вас слушали, и, по крайней мере, человек и радио, когда ведущие такие активные, положительные, они тоже дают тот импульс, настроение людям, чтобы оно от вас никогда не уходило. Рахмат, Динар Загитович, һеҙгә ҙур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн, сөнки ваҡыт табып килеү әлбиттә ҡыйын. Һәм инде беҙҙе барлап килгәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә ҡыйын булған эшегеҙҙә уңыштар теләйем, һаулыҡ теләйем, ҡоростай. Һәм инде беҙҙе онотмағыҙ, килеп йөрөгөҙ. Шоҡырығыҙ. Хөрмәтле радио тыңлаусылар, тик һеҙҙең өсөн бөгөн Динар Заһитулла Ғилметдинов булды. Ә мин инде һеҙҙең менән иртәгәгә тиклем хушлашам. Һау булығыҙ!